Программа «Потенциал». Добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня в программе «Потенциал» у нас участвует главный специалист управления правовой пропаганды и по работе с Государственным центром судебной экспертизы и Центральной залоговой регистрационной конторы Министерства юстиции господин Нурланов Кубан Нурланович. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. И темой сегодняшней нашей программы является деятельность Государственного центра по судебной экспертизе. Прежде всего, о предыстории создания Центра судебной экспертизы. Вам слово. Центр судебных экспертиз, он изначально не назывался так. Он в 1959 году, это было при Кыргызском государственном университете. Это всего лишь был Фрунзенский научно-исследовательский криминалистическая лаборатория, которая просуществовала до 1963 года. В последующем стала республиканская научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы юридического комиссии при Совете министров Кыргызской ССР. С тех времен непосредственно это стало единственное учреждение, которое занимается экспертными исследованиями для судебно-следственных учреждений, органов. Также по заявлению заявителей могут проводить научно-исследовательские экспертизы в соответствии по требованиям заявителя. В настоящее время какие функции исполняет Центр судебной экспертизы? Как я ранее сказал, это судебно-криминалистические экспертизы, инженерно-технические и экономические экспертизы. Это, в общем, у нас проводится 48 видов экспертиз. Ого. А есть ли аналогичные учреждения, которые действуют у нас в республике? Аналогичных учреждений нету. Это у нас единственное учреждение в своем роде, такое независимое специализированное учреждение, которое осуществляет такую деятельность. Но у нас в правоохранительных органах, это в виде ГКМБ и МВД, есть аналогичные отделы, которые занимаются непосредственно баллистической экспертизой, баллистикой, почерковедческой и трассологической. Да, там есть такие отделы у них, которые в данный момент проводят. Я хочу уточнить один момент. Вы сказали независимый центр. Когда для представления, скажем, доказательства в суде представляются результаты экспертизы. И возникает у меня такой простой вопрос. Есть ли кроме государственной экспертизы, есть ли другие какие-то независимые экспертные центры, которые могут ли они рассматриваться в суде как доказательства, скажем, результаты их? Само заключение эксперта не является одним из видов доказательства. Это просто основным доказательством не будет являться. Также, получается, есть независимые частные экспертные учреждения, но они немного специфические все. У нас обычно распространен это автотехнические экспертизы, бухгалтерские экспертизы. Графологические? Почерковедческие называется. Также вроде как у нас образуется непосредственно по религиоведческой экспертизе. С какими заявлениями чаще всего обращаются к вам граждане? Заявления чаще всего обращаются по судебным делам, заявлениями об ускорении, о предоставлении дополнительной информации. Это уже следователи, большинство следственных органов направляют нам и запрашивают такие информацию. Также заявители уже по собственному заявлению могут обратиться в Госцентр, получить экспертное заключение. Заключение – это на основании договора заключается, какие задачи заявитель поставит, те вопросы и эксперт решает. Вы сказали, что у ГКМБ и МВД есть свои службы подобного рода, но в каких случаях правоохранительные органы обращаются в ваш центр? В наш центр большинство обращается, чтобы не было беспристрастности. Да? Все-таки следствие проводят свои следственные мероприятия, не было заинтересованности. Они просят нас уже в суд, либо следователей. Это по ходатайству, чаще всего по ходатайству сторон. И с какими проблемами встречается, скажем, центр при своей работе? При своей работе в первую очередь все-таки это нехватка оборудования. У нас эксперты более 20 лет стажем, при том, что практически все оборудование это при Союзе было закуплено, и своими силами пытаемся содержать это оборудование, чтобы налажено и это. Но это большой минус, что у нас не хватает новшеств в оборудовании, новых оборудований. Также, получается, касается
финансовых затрат тоже, да, вот у нас элементарно выезды некоторых экспертиз за пределы города Бишкек назначаются, и эксперт просто не может. Из-за этого у нас очень часто затягивается, также потом из-за этого заявители обращаются к нам. А в отношении, скажем, кадрового обеспечения, например, как обстоят дела? Кадровое обеспечение, в принципе, у нас сейчас нормализовалось. В принципе, текучка не такая большая прям. И у нас специалисты все-таки уже более 20 лет все работают. У нас как бы нету такой текучки кадров. Какие новшества уже есть в работе Центра судебной экспертизы? Новшества у нас в судебной экспертизе. У нас уже открылись 3 новых отдела. Это звукозаписи, компьютерной технической экспертизы и теологическая экспертиза. Вот, это психолингвистическая, вернее. А на каков спрос, скажем, наибольший спрос на какие виды экспертиз больше всего попадает? Больше всего попадает это и по срокам дольше всего, это у нас судебно-бухгалтерские экспертизы и судебно-строительные экспертизы, так как это чаще всего бывают экспертизы многообъектные и сложные сами. В предыдущие годы специалисты Центра судебной экспертизы, в частности, там, трассологическо-баллистического, потом подчерковеческая эксперт приходила к нам, рассказывали об интервью. И, в частности, они, когда говорили о своих проблемах, они говорили, что у них старое еще в советское время выделенное помещение. По новым сообщениям, вы в конце января ждаете переселения. Да, у нас это уже как бы намечается уже в числах 25-х уже, что будет открытие нового здания. Нам непосредственно выделил правительство земельный участок с недостроенным зданием. Но достроили нам, помогли достроить. Это уже доноры, непосредственно партнеры, которые помогают нам при нашей деятельности. Да, у нас партнеры УНП ООН, это управление по ООН по наркотикам. Как раз части госцентра, они нас поддерживают. Нам достроили здание. Вот 25-го у нас будут открытия. Приглашаем вас тоже. Спасибо. А как будут обстоять дела, например, с оборудованием уже нового здания? Есть какие-то предварительные договоренности, чтобы то, что не достает, вам подарили, может быть? Ну да, есть такие тоже. У нас уже есть договоренность непосредственно с посольством США, с другими посольствами. Мы тоже договариваемся, чтобы все-таки новое оборудование, оно очень дорогостоящее и громоздкое, да, как бы тоже его, во-первых, надо установить, во-вторых, надо обучить наших сотрудников, так как наши сотрудники работают на оборудовании союзного времени, которые были сборка. На вашем сайте Министерства юстиции есть специальный раздел о деятельности Государственного центра судебной экспертизы. Более подробно о вашем сайте, его адресе и что там можно найти. На нашем сайте, получается, minjust.gov.kg. Там разделы есть непосредственно по госцентру, по залоговой конторе. По всей деятельности Министерства юстиции можно непосредственно тщательно рассмотреть наш сайт, изучить, вернее. minjust.gov.kg. И там есть, кстати, те виды экспертиз, которые проводятся непосредственно в Центре судебной экспертизы, и даже есть тарифы, сколько они стоят. Да, есть такое тоже. Есть тарифы, которые платные услуги, есть понятие бесплатные услуги. У нас все на сайте, есть раздел прейскурант цен. На платные услуги. И сейчас в завершении нашей программы вам 5 минут для того, чтобы вы сказали самое важное, для того, чтобы люди, которым необходима будет судебная экспертиза, что они должны знать, чем она может помочь. Для вас время. У нас получается лучше всего, если граждане знают, в какой сфере обращаться. Очень часто бывает, что гражданин обращается по судебно-медицинской экспертизе, это к нам не относится, это к Минздраву все-таки, и более конкретизировать вопросы для экспертов. Так как сами заявители не могут конкретизировать, также следственные органы не могут конкретизировать, суд даже не может конкретизировать некоторые вопросы, у нас загвоздка встает потом виноватым, что наши эксперты. Так как не конкретизированные вопросы, такой же получается ответ поставлен, вернее, уже экспертиза выдается экспертам. У меня возник попутный такой вопрос тогда. А проводится ли какая-то, есть ли, скажем, служба, которая консультирует в таких случаях тогда?
Ну, службы нет. У нас, в принципе, всегда есть телефон доверия, есть в каждом отделе свои контакты. Непосредственно, получается, начальники отделов консультируют, либо также следственные органы. Мы проводим выездные семинары, у нас Госцентр проводит для сотрудников следственных органов, судебно-следственных, чтобы поставить им, более конкретизировать, объяснить, как надо задачу, вопрос поставить, чтобы эксперт ответил на этот вопрос правильно. Замечательно. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в программе «Потенциал» у нас участвует главный специалист Управления правовой пропаганды и по работе с Государственным центром судебной экспертизы и Центральной залоговой регистрационной конторы Министерства юстиции господин Нурланов Кубан Нурланович. Хочу еще обрадовать наших радиослушателей и читателей нашего сайта Media Manas KG. Дело в том, что Кубан Нурланович принес с собой и замечательные видеоматериалы, которые называются «Азбука права» и социальные ролики о работе госорганов, то есть по работе с заявлениями. Чуть-чуть об этом, пожалуйста. Ну, азбука права у нас непосредственно была концепция правовой культуры. Рассмотрев, когда при разработке данной концепции был уже поднят вопрос о том, что у нас правовая грамотность упала сильно. Ну, так как уже взрослых людей тяжело обучить грамотности, мы решили все-таки начать с школьников, с детей. Вот, и для этого были разработаны азбука права. Там, получается, у нас 8 серий на русском и на кыргызском языке. Относительно там патриотизм, конституция, что такое. Так. Ну и так далее. Да, в принципе, вы потом разместите на сайте тематики, там расписаны, да, у меня. Также, получается, есть новый закон о админпроцедурах, который был разработан с новыми поправками, и непосредственно на нашем сайте есть данный закон, понятие о нем, что можно более конкретно ознакомиться тоже также на нашем же сайте midjust.gov.kg. И эти видеоролики и аудиоролики мы разместим завтра уже на кыргызском языке и на русском языке, вот благодаря помощи Кубана Нурлановича на нашем сайте, а также на нашем канале Media Manas в YouTube. Интервью с господином Нурлановым Кубаном Нурлановичем вы уже сможете завтра посмотреть на нашем канале YouTube, уже видеоверсию. И хочу напомнить нашим слушателям, которые позже подключились к нашему каналу, что у нас сегодня в студии присутствовал главный специалист Управления правовой пропаганды и по работе с Государственным центром судебной экспертизы и Центральной залоговой регистрационной конторе при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Нурланов Кубан Нурланович. Благодарю вас за интервью. До свидания. Всего вам доброго. До свидания.